Открытие летнего сезона у экспедиции школьников Илияда на Иланке, визит главы республики Айсена Николаева в Заречные Наслеги, учения по ликвидации сибирской язвы в Жерском Наслеге, строительство умной площадки в городе Покровске. Обо всем этом расскажем подробнее в подборке новостей из Хангаласского улуса. Экспедиция школьников Илияда открыла свой летний сезон палеонтологическим походом в село Иланка. Помимо руководителя экспедиции Прокопия Наговицына и ее юных участников, в поход также отправились палеонтологи-любители из города Воронежа. Палеонтологический поход представляет собой пеший поход до мест, где можно обнаружить окаменелые останки древних моллюсков и животных. В подобные походы ребята из экспедиции Илияда ходят регулярно. Этим летом сезон палеопоходов решено было начать с села Иланка. При этом к ребятам присоединились палеонтологи-любители из Воронежа Роман Калабин и Андрей Орлов. Случайно на форуме палеолюбителей увидел находку из Якутии. И узнал у человека, нет ли у него таких ракушек. У него, к сожалению, их не было, но он мне дал контакт Прокопия Романовича. Вот, Прокопию Романовичу написал, и вот мы последние где-то около 2–2,5 лет, наверное, общались, переписывались, поддерживали связи, он мне там присылал небольшие подарки. Вот, и как бы так получилось, что все-таки привело к тому, что мы вот пригласил в гости, приехали наконец. Роман Калабин интересуется брахиоподами. Это древнейший тип морских беспозвоночных, возникший на Земле более полумиллиарда лет назад. Ребят из экспедиции Илияда он научил находить окаменелости брахиоподов буквально под ногами. И вот брахиоподу вот на обратном пути уже Роман нашел на тех местах, где мы не находили. Тоже очень близко, на берегу, где рыбатят, оказывается, можно находить вот такие уникальные вещи, брахиоподы. Ребята, в свою очередь, поделились опытом поисков ископаемых останков древних животных – мамонта, носорога, бизона и так далее. Несмотря на то, что юные участники экспедиции, а это учащиеся 7–8 классов, у них уже достаточный опыт участия в подобных палеопоходах. Я участвую в экспедиции Илияда с 5 класса. Мне с детства нравится находить там разные ископаемые окаменелости и так далее. В будущем планирую быть ученым, такое проводить экспедиции и дальше увлекаться окаменелостями, находками и прочее. Палеопоход на Иланку обернулся уникальной находкой. Была обнаружена окаменелость археоциата из класса вымерших губок, предположительно нижнекембрийского периода. Фотографии находки были отправлены академику РАН Алексею Розанову, который попросил отправить образцы найденного археоциата для подробного изучения. После Иланки участники экспедиции вместе с гостями из Воронежа посетили еще ряд мест, как палеонтологического значения, так и туристические достопримечательности улуса. Глава республики Айсен Николаев побывал в заречных наслегах Хангаласского улуса. Первым делом он посетил село Кердем, где принял участие в презентации обновленной Николаевской церкви. Затем в селе Качекацы встретился с сельхозпроизводителями улуса. Николаевская церковь по прямому назначению использовалась до 1920 года, но с установлением советской власти здание церкви отдали под избу-читальню. Сейчас церковь является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав историко-этнографического музейного комплекса «Самартай». В начале 2020 года стало известно, что в рамках празднования столетия Якутской АССР на реставрацию Николаевской церкви из федерального бюджета выделят средства в размере 30 миллионов рублей. Работы шли в 2 этапа и завершились в декабре 2021 года. Мы сегодня на самом деле лучше узнаем свою историю, узнаем свое прошлое. Я всегда повторяю слова о том, что если мы не будем знать и не будем гордиться своим прошлым, то у нас не будет светлого будущего. Свой вклад в возрождение церкви внесли и жители Хангаласского улуса. Наш фонд совместно с обществом Хангалас, совместно с нашими жителями, нашим населением Хангаласского улуса внесли свою лепту
внутреннее убранство купили за счет фонда, который собрали всем миром. В стенах обновленной церкви архиепископ Якутский Ленский Роман провел церемонию освящения. Николаевская церковь будет выполнять функции храма для богослужений и станет одной из достопримечательностей села Кердем. Здесь будут проводиться различные мероприятия. Пусть это и крещение детей, пусть это прошения различные, да, будь то обрядовые церковные мероприятия, святые наши церковные праздники. Эта церковь будет работать как действующая, и она будет у нас и как музейный объект, потому что такую красоту от населения, от туристов, от желающих посмотреть мы скрыть не можем. Далее глава региона отправился в соседний Наслег, Хачикатский, где посетил пашни сельхозкооператива «Хачикат», председателем которого является Роман Куприянов. Основное направление деятельности кооператива – выращивание зерновых культур. Айсен Николаев вместе с Романом Куприяновым испробовали новую технику сельхозпредприятия, полученную в рамках технической модернизации на лизинговой основе. Это пропашной трактор от Россельмаш, посевной комплекс гибридного типа «Клевер» и барана дисковая тяжелая «Звезда». Короче говоря, он одобряет самая подходящая техника для вашей работы, при том этим большим объемом полей это вполне устраивает. Я ему, как говорится, еще намерен второй такой трактор приобрести на будущий год. Сидя в кабине трактора, глава региона и фермер обсудили насущные вопросы, касаемые сбыта зерна и механизма лизинговых сделок. Завершилась рабочая поездка Илдархана в Хангаласский улус обедом на свежем воздухе за беседой с местными сельхозпроизводителями. Сибирскую язву выявили в одном из хозяйств Хангаласского улуса. Фермер обнаружила на территории летника бездыханное тело полуторагодовалого бычка, а через 3 дня 3 трупа взрослых особей. Ветеринарные, санитарные и медицинские службы приступили к экстренным мерам с целью ликвидации очага. По такому сценарию прошли учения по противодействию распространения особо опасной инфекционной болезни в Жерском Наслеге. Блокпосты с надписями «Карантин», люди в белых защитных костюмах, большое количество автомашин. На первый взгляд кажется, будто в селе Улахан произошла биологическая авария. Но спокойно, это практическая часть учений по выявлению сибирской язвы. В тренировке участвовали около 100 человек. Это сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Департамента ветеринарии, Россельхознадзора, МВД, Минздрава, администрации Улуса, а также жители Жерского Наслега. Данное учение проводится в соответствии с решением, как я уже указал, Совета безопасности Российской Федерации на территории 4 субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха-Якутия, Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ. Итак, по легенде, в одном из летников обнаружены трупы сельхозживотных. Ветеринары берут у них биологический материал для исследования в лаборатории. При этом вся процедура проходит в защитных костюмах, которые после необходимо утилизировать. Трупы сжигают, а место падежа дезинфицируют спецсредствами и изолируют, так как здесь может быть опасно еще несколько десятков лет. Сибирская язва, она имеет спору, которая может выживать в обычной внешней среде от 50 до 70 лет. Из-за этого очень опасно. Затем происходит вакцинация контактировавших животных, а коров с признаками сибирской язвы помещают в изолятор. И вновь следует дезинфекция коровника. После специалистами Роспотребнадзора производится забор проб воды и почвы местности. В это время медики совершают подворный обход, берут анализы у контактных жителей и ставят им вакцины. Жителей с признаками болезни изолируют и дезинфицируют их дома. В Хангаласском улусе когда-то давно уже фиксировалась вспышка сибирской язвы среди животных в одном из заречных наслегов. Сибирская язва у нас регистрировалась последний раз в 1955 году. Местность Телегидлир, это было захоронение, это от 5 километров от первого Жумкона, от трассы 1,5 километра. В этом году будем делать реконструкцию, бетонирование и ограждение, новое ограждение будем делать. Такие масштабные учения по ликвидации условного очага сибирской язвы проводятся на территории улуса впервые. По результатам данного учения будут составлены соответствующие
анализ, сделаны будут выводы, которые будут представлены в адрес председателя КЧС Республики Саха-Якутия, коим является глава Республики Саха-Якутия. Анализ также будет направлен в МЧС России, Роспотребнадзор России для внесения на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации. На сегодняшний день сибирская язва предупреждается в Якутии вакцинацией людей и животных и постоянным ветеринарным контролем. Вероятность того, что легенда этих учений станет реальностью, мала, но на всякий случай методика действий против этой заразы успешно отработана на практике. Умная спортивная площадка появится в городе Покровске. Местом для ее размещения выбрали микрорайон Дачный возле зала борьбы имени Леонида Спиридонова. Особенность нового спортивного объекта в том, что тренажеры будут оснащены QR-кодами для получения при помощи смартфона рекомендаций по тренировке. На площадке предусмотрены беговая дорожка, хоккейный корт, поля для волейбола, баскетбола, футбола. Также установят воркаут-площадку, трибуну на 100 мест и теннисный стол. Объект строится на средства федерального проекта «Спорт. Норма жизни». На сегодня завезены все строительные материалы и оборудование. В их выгрузке принимали участие не только работники спорта, но и члены Совета отцов Покровска и молодежного парламента Улуса. Прямо сейчас уже отсыпку делают, потом бетонирование пойдет под дорожку. И так поэтапно. Срок у нас до 31 июля, и уже мы 1 августа должны открыть. Должны открыть нашу площадку. Вообще контингент, занимающийся в этой площадке, не ограничивается, потому что это как мини-стадион будет, открыт для всех, для всего населения города Покровска и нашего Улуса. Микрорайон Дачная должна быть как бы спортивный кластер, уже как спортивный микрорайон.